Хоры условно бывают двух типов. Соответственно, большой и малый. Малые 3-4 человека. Квартетом уже можно исполнять наибольшее количество известных произведений. Увеличенный состав от 12 человек. Думается, что 48 человек – это, можно сказать, максимальный состав для церковного хора, поскольку если народу будет больше, то возникнет так называемая звуковая грязь. Чем больше народу, тем больше грязи в хору. Это уже правило. Также стоит добавить, что хоры бывают однородные и смешанные. Смешанные – это мужской и женский состав, однородный, либо женский, либо мужской, либо детский. У каждого своя специфика исполнения, свой репертуар, свои возможности. Как показывает опыт, постараюсь это говорить без какой-либо субъективной оценки, наибольшая возможность для исполнения церковных произведений существует у мужского коллектива, поскольку мужской голос более приспособлен для того, чтобы можно было имитировать фальцетом даже женские голоса. И поэтому мужскому хору, мужскому коллективу, особенно если он хороший, профессиональный, под силу исполнить произведение любого масштаба, конечно же, в зависимости от количества голосов в церковном произведении и любой духовной мощи.